Наверное, не случайно встреча с победителями и финалистами конкурса «Лучшее подсобное хозяйство» проходит в Зимнем саду. Общение в неформальной обстановке, за чашкой чая. Махмуд Али Калиматов делится с собравшимся, собственно, почему инициировал проведение такого конкурса у нас в регионе. Идея провести региональный конкурс на лучшее подсобное хозяйство принадлежит главе региона. В ходе посещения населенных пунктов Махмуд Али Калиматов не раз замечал приусадебные участки, заросшие бурьяном. Думаю, пейду хуббы болбича. Вожжан изр вали бя вали царя ицак биш ачвали. Аз дадуля. И то полезно будет. Хоть 10 человек зайдут в огород после этого. Может, 100 зайдут. Хатсон. Но думаю, сходить, тапейт хуббакаран. Еще аж ты цедизла. Финалисты и представить не могли, что привычный с малых лет труд в своем собственном огороде будет когда-то оценен на республиканском уровне. Из 200 заявок в начале августа во второй этап конкурса перешли всего 95 участников. Оценка проводилась по ряду критериев: от разнообразия разводимой живности и выращиваемых культур до условий, которые создают на приусадебных участках для эффективного развития хозяйства. Через месяц подвели итоги. Имена победителей проекта известны. Первое место и денежный сертификат на сумму в 1 миллион рублей выиграла Рапиат Пидиева. Пидиева и Рапиат Абукаровна. Рапиат. Рапиат Пидиева и не думала, что фортуна в республиканском конкурсе улыбнется именно ей. Ее хозяйство раскинулось на 37 сотках в селении Датых, которое радует обилием овощей и фруктов. Пидиевы уже собрали урожай огурцов 3 тонны, как и картошку. Сейчас созревают помидоры, а в конце октября с 10 соток соберут и тыкву. Мед в хозяйстве добывают более 20 пчелосемей. Помимо полосатых трудяг есть и домашний скот: коровы, овцы, кони и несколько буйволов. С хозяйством Рапиат выручают дети и внуки. Хозяйство для Пидиевых не только хобби и средство пропитания, но и дополнительный заработок. Мед, молочная продукция, овощи приносят и хороший доход. А денежный приз в республиканском конкурсе наконец поможет семье отремонтировать дом, поставить новый забор, разбить теплицу и проложить механический полив в саду и огороде. На 20 сотках земли также растет клубника, смородина, сливы, яблоки и еще десятки разновидностей деревьев. Рапиат выращивает непривычные для региона ягоды и цветы. Горная лаванда, топинамбур. Особенное место в этом ряду занимает лагинария бутылочная. Если яблок может уходить, да, это дают один из них кален гежел, да, это цена хакок урай, как-то цены. Сосуд хакок, так кач бекатинги, якир хаквади, чурганигис адвах, так есть. Денежный приз в 500 000 рублей за второе место на конкурсе из рук главы региона получает и Айшат Хамхоева из селения Троицкое. Тыква, фасоль, кукуруза, капуста, картофель, огурцы, помидоры и болгарский перец. Это не весь перечень выращиваемых овощей в хозяйстве Пятимат Джандиговой. Овощи, как и вся продукция, приносят семье дополнительный доход, а денежный приз в 300 000 рублей наконец позволит расширить хозяйство.
Масса, нарси, помидоры, кабуцы, все перец, болгарка, клубники, смородины, черный, красный, малины, корбы, ажбы, хачбы. أيوة السيوات تحق حمدان إنجر تحيس السيوات تحق تيقو حميات فروق قال أندل سين خيطر سين بجد يتمك سين دي حفيز تراخت المتحم يتمك مش سين أحد كل تواتري. В числе призеров еще 10 финалистов. Им вручили по 50 тысяч рублей, в числе которых и Самира Зурабова из Кантышева. Она занимается разведением птиц-гигантов. Цесарки, китайские, шелковые. В птичьем доме Самиры куры всех видов и мастей. Но главные, притом самые многочисленные обитатели – перепелки. Именно с них и началось хозяйство, когда 4 года назад из-за болезни сына она узнала о полезных свойствах перепелиных яиц и мяса. Это, конечно, большой труд. Честно сказать, нервы же меня смотрят. И с ожиданий, и вот солчуага, хугмы биян, ховурсум смотрят. Но что чакигиана, мохты. Но с другой стороны, чакигиана хетрсусай. Как бы вот мнение свое внутреннее, но как бы делилось, потому что у каждого есть свой труд. Анялч, масар, шешей, хам, амахеки цацло, хамах. Ахса вещи, садука малера направление с разводительства, перепелка часа. Ханза страус жда юли она инкубатор, что хуже штика, что хамдатха через месяц ходы венда, и андали царя фухул, а сахейта тоже. Махмуд Али Калиматов внес предложение сделать конкурс ежегодным. Люди поймут, как это здорово, и потянутся к сельскому труду больше, отметил глава региона. Потому что я когда увидел вот эти сады, показали мне все это настолько халумиз, цаустарлил беши халды, бежен цалил де халды, бешли ли чуа халды, постоянно уасер хиту диеш, постоянно хамадим диеш, дацис. Я хочу, чтобы это осознание пришло, особенно кегинах, эти вещи обязательно что ежегодно хаешь. Вот. Ну а в заключении торжественной встречи с финалистами конкурса совместное фото на память. Адам Мережков, Асхабила, Киев. Новости 24.